Современный тепловой узел, счетчики учета водоснабжения и даже противопожарное оборудование, шумоизоляция, энергосбережение. Этот 78-квартирный дом обустроен по последним стандартам. Во дворе детская площадка. Сейчас верится с трудом, но возвели объект всего за 8 месяцев. Правда, не с нуля. 23 года он простоял без движения. Когда, говорится, его разбирали по кирпичикам. Но по поручению главы республики в прошлом году мы с ним разговаривали на эту тему. Он дал поручение провести обследование, провести реконструкцию этого дома. Мы выполнили поручение. Соответственно, дом сегодня получился, как я его называю для себя, это «Белый лебедь». Неплохой, красивый, уютный. Полсотни счастливчиков уже получили заветные ключи. Сюда заехали жители поселков Солнечный, Иджидьяк, села Кослан. Таким образом, Ударский район успешно справился с программой переселения из ветхого и аварийного жилья. Строительство другого долгожданного объекта, многофункционального социокультурного центра, также подходит к концу. Здесь его ждали четверть века. Ударский район оказался чуть ли не единственным муниципалитетом в регионе, где в райцентре все это время не было своего дома культуры. Двухэтажное панельное здание рассчитано на 200 мест. Основные масштабные работы уже проделаны. Я скажу, что это благодаря нашего подрядчика. Конечно, условия строительства очень тяжелые были. Но тем не менее мы деньги в прошлом году успели освоить федеральные, могли вообще выпустить программу. Если бы мы в прошлом году не освоили деньги федеральные, то мы бы попали и под штраф, и выпали бы с программы. Единственное, что у нас на весну остается, это отсыпка щебнем уже сделана, расклинцовка сделана. Сейчас остается только уложить асфальт, но это уже весной. К работам подрядчик приступил в декабре прошлого года. Все это время шел с опережением графика, и сейчас на финишной прямой готовность 95%. Сдача объекта намечена на середину следующего месяца, а Новый год ударчане уже точно встретят в современном досуговом учреждении. Местные ждут открытия музыкальной школы и Дома народного творчества. Визит Сергея Гапликова в муниципалитет пришелся аккурат на День народного единства. Праздничный концерт по этому случаю в Высогорске начался со слов главы Коми. Он напомнил о подвиге, который в свое время совершили Минин и Пожарский. Ведь именно их патриотический порыв положил конец смутному времени. Праздник, который дает нам веру в то, что мы россияне, мы единый народ. У нас славное прошлое. Мы имеем действительно сегодня серьезное будущее. И мы создаем вместе с вами это будущее для наших детей, внуков и тех, кто придет после нас. Мы, народ Коми, вместе со всеми народами России стремимся сделать нашу страну лучше, краше и сильнее. Фестиваль народных культур «Мы россияне. Мелодия единства» собрал больше 300 участников. Это и творческие коллективы Ударского района, а также представители национально-культурных автономий столицы региона. Александра Головина, Николай Богданов, телеканал Юрган, Ударский район.